Здравствуйте! Сегодня по традиции время вечерней смены и подведение итогов дня. В рамках межрегионального проекта «Мы патриоты России» нашу республику посетила делегация кадетского и юноармейского движения профильной гимназии номер 5 имени Героя Советского Союза Евгения Григорьевича Туренко из города Сочи. Представители делегации сегодня в нашей студии готовы поделиться впечатлениями от пребывания на земле Стинской. Здравствуйте, спасибо, что приехали. Здравствуйте. Давайте я представлю всех, начиная с Александра. Александр Плужников, руководитель военно-патриотического клуба «Победа», инструктор отряда юноармии. Все верно? Так точно. Далее Виктория Плужникова, ученица гимназии, участница юноармейского движения. Так точно. Так, у нас Милана Хваловская, так, инструктор военно-патриотического клуба «Победа», инструктор отряда юноармии. И Дарья Хваловская, ученица кадетского класса. Спасибо еще раз, что вы таким ярким и красивым составом к нам заглянули. Ну, давайте начнем с ваших впечатлений. Вы впервые в Осетии? Так точно. Так точно, мне нравится. Так, по-армейски. И как оно вам? Нам очень понравилось. Здесь дружелюбные люди. Угу. А кто встречал? Вообще на чем добирались? Александр. Спасибо. Мы добирались на поезде. Приехали мы поездом «Адлер» в Владикавказ. Так. Здесь нас встречала транспортная компания. Заранее обусловили наше пребывание. Прибыли, довезли до гостиницы Владикавказ, разместились и сразу же, можно сказать, поставили свои чемоданы и поехали гостить. Я думала, сразу же пироги. Так, и у вас в рамках вашей поездки что запланировано? У нас запланировано, сегодня уже прошла встреча со штабом юнармии Северной Осетии. Так. Мы посетили несколько музеев. Было очень интересно. Музей генерала Плеева, а также Национальный исторический музей. Девочка, что-то запомнилось? Конечно. Да. Ну, поделитесь. Мне очень понравилось Цейское ущелье. А я про музей имела в виду пока. Вот Александр что-то в музее из было программы, да. Очень много таких интересных вещей, старинных. Да. Мне понравилось, как там красиво изображены манекены в нарядах, почти как живые. Да ты что? Да, советую. Там были камни с древним рисунком, и были большие, практически до потолка, полки. Что были? Полочки. Полочки. Ну, в общем, тебя заинтересовал такой более ранний период исторический, да? А какие были музеи еще в программе, напомните? В музее был вот исторический национальный музей. Так, а связанные непосредственно с, например, вот Великой Отечественной, у нас в МВД есть музей тоже. В МВД мы еще не успели посетить. Не успели, да? Все впереди. Хорошо, что еще в программе? В программе завтра у нас встреча в Суворовском училище. Назначена с администрацией встреча. Ребятам также покажут, ну, какое оно изнутри, Суворовское училище. Наши кадеты, они, конечно, кадеты, но суворовцы, они совершенно другие люди. Вот, мы хотели познакомиться, обменяться опытом. Очень много интересных идей есть, взаимодействия в дальнейшем обозначить. Так, а если мы сформулируем как-то кратко цель визита, то это будет что? Наша цель визита – это знакомство с ребятами, юноармейцами, знакомство с товарищами, которые по оружию, как говорится, да, ведут вот эту воспитательную работу. Сегодня я увидел то, что, в принципе, хотел увидеть. Я увидел ту систему патриотического воспитания, которая поставлена на очень высоком уровне. На самом деле я сегодня был поражен тем, что увидел. Есть чему учиться. Спасибо большое за такую оценку. Милана, как ваши впечатления? Впечатление... На вас тоже произвели впечатление? Естественно. Я обожаю Кавказ. Я люблю эту природу. Мне нравятся люди. Мне нравится ваша кухня. Но это о красотах. Основная, скажем, цель нашего визита, и мы хотели встретиться с героем, с действующим героем России Куковым Валерием Петровичем. Да. Наш класс кадетский, нашему классу было присвоено имя
Героя России Кукова Валерия Петровича. И мы на встрече познакомили наших ребят, показали, указали ориентир отваги, ориентир смелости, храбрости, чести. И наши девочки и мальчики, ну, это на самом деле исторически, ну, встретиться с действующим героем очень важно. И наши дети будут учиться с гордостью и почетом нести свою учебу во имя героя и исследовать, Девочки, добиваться. это же легенда, да, живая легенда. Да. Что вам в голову пришло, когда вы его увидели? Музей? Нет, мы говорили сейчас о том, что вот ваш кадетский класс, он носит имя нашего героя, нашего общего героя, да, и вы смогли, ну, воочию познакомиться с ним лично, да. Вот мне интересно ваши впечатления от этого знакомства. Он такой приятный человек, очень открытый. Он разрешил нам позадавать ему вопросы. Да. Он отвечал на все вопросы очень грамотно. А какие вопросы вы ему задавали? Каверзные? Ну, задавали, за что ему звание Героя России присудили, сколько ему лет, спрашивали мальчики. То есть мальчики, они вот действительно как ролевую модель уже для себя рассматривают, да, этот Да. Так точно. образ. Про ранения спросили. Мальчикам Сколько солдат вел в бой Валерий Петрович? Но, насколько я знаю, он знаменит тем, что ни одной боевой потери у него не было. Так так точно. точно. Да. Это же удивительный талант, военный талант. Наши мальчики спрашивали, ну, что касательно, какой техникой Валерий Петрович управлял, там вплоть до вертолетов. Вот, поэтому это мальчиков интересовало. Девочек интересовало, что оканчивал, ну, про жизнь, про семью. Вот. Но если с Валерием Петровичем вам удалось пообщаться и, наверное, максимально получить ответы на задаваемые вопросы, мне важно понять, знаете ли вы и насколько вы, в принципе, в теме, чем знаменит Туренко, человек, чье имя носит ваша гимназия? Кому адресовать вопрос? Ну, наверное, мне. А вам? Девочка у нас скромничает сегодня. Евгений да. Георгиевич был военный летчик. Он совершил много подвигов. Вот, и я в самой гимназии работаю недавно. Я приехал в этом году, вернее, в прошлом. И сразу же включился в работу. И когда мне предложили вести кадетский класс, было желание найти героя, соответствующего, скажем, статусу нашей гимназии. Да. И я вот посчитал, что Валерий Петрович это будет один из самых, скажем, важных кандидатов, потому что мы работаем уже в течение 1,5 лет. Вот, участвовали в проектах таких, как «Мы патриоты России», потом «Наследники Победы», то, что проходило в регионах. И всегда как бы Валерий Петрович нам помогает, оказывает помощь. У него очень хорошая, сильная команда. А вот эта практика называть классы в честь героев, да, в честь выдающихся людей, что она дает и вообще как это появилось? Ну, практика появилась совершенно сравнительно недавно. Да. Раньше и называли героями там, пионерские отряды, если я вот помню советского времени, да. Но смотрите, если класс назван именем героя, то о людях, о подвигах, о том, что происходило, ребята изучают, ну, в принципе, близких к ним людей. А если мы получили имя человека, Да. он стал нам немножко ближе, можно сказать, уже не чужие люди. Вот. И ребята с большим интересом начинают изучать историю. А ведь один человек рассказал историю подвига, и пошла вереница постепенно. Узнаем намного больше. И вот вся история России, вся история мировой вот этой вот войны и вот этих локальных войн, ребята узнают намного больше. И я сам лично сегодня узнал такие вещи, которые я, в принципе, даже не подозревал. Поделитесь.
Например? Но сегодня мы были в Национальном музее, и Да. директор музея нам проводил сегодня экскурсию, скажем так. И мы им задавали довольно-таки такие интересные вопросы, когда мы узнаем о войне на Кавказе из книжек, из каких-то там статей. Но сегодня открывались нам такие моменты, буквально вот про каждого бойца. Вот фотография висит, он нам рассказывает. Вот, гражданин, вот в этой деревне 3 героя было. И вот думаешь, что вот маленький поселок, а уже целых 3 героев мог воспитать. А значит, кто воспитывал? Дети же учились в школах, их учили учителя. Значит, в руках педагогов будущее воспитание. А вы видите, как меняются дети? Вот из обычных школьников, когда они становятся активными участниками движения. Да, я как никто вижу это, когда они пришли в 5 класс 1 сентября, и какими они стали в конце первого триместра, и какими они стали сейчас. И сейчас мы привезли сюда одних из лучших ребят, потому что у нас был отбор. Изначально мы хотели привести команду из 12 человек. Но вот ребята настолько рвались поехать, ну, вот быть такими на передовой. И сегодня у нас 17 ребят, 4 сопровождающих. Это и родители, и педагоги. Мы работаем, семья и школа. Девочка, вы такие скромные, вы всегда такие? Никак нет. Никак нет? А мне интересно, вот ваша школьная жизнь, она чем отличается от школьной жизни ваших сверстниц? Вот для вас есть Какие какие-то вас очевидные дисциплинирующие? отличия? Конечно, есть. Например? И в чем давайте плюсы и минусы, сразу скажем. Ну, смотря для кого минусы. Минусы для нас, то, что сначала появлялось такое сравнение, почему мы остаемся на строевой, остальные дети идут домой. Действительно. И какой ответ вы нашли для себя? Ну, то, что со временем мы будем идеалом, а они будут не идеалом. Ага. Амбициозно. Так, еще что-то? У нас Это мы сейчас о плюсах или о минусах? это сейчас о плюсах. Ага, хорошо. Так, еще вот из очевидного. Из очевидного, то, что нас всегда, ну вот, например, посвящают в какой-то класс имя героя Да. и приглашают нас, именно нас, никакие другие классы. Любое какое-то мероприятие, только нас. Всегда, То есть вот такой цвет нации. да. Ну, неправильно сказано немножко, не цвет нации, а люди, которых не стыдно пригласить на мероприятие. И это тоже. Так, ну вот у нас сегодня молчит... Так, момент. Дарья, да? Дарья. Дарья говорит, Виктория молчит. Вот. Девочки, может быть, вам командир дал команду? Лишнего слова не проронить. Нет. Почему так? Я думаю, что вам нужен и в этом тоже плане опыт какой-то. Поэтому сегодня мы будем считать такой день знакомства, а в следующий раз вы придете, будете просто без умолку тараторить. Договорились? Так точно. Вам огромное спасибо, и я желаю, чтобы эта поездка была первой в череде приятных и многочисленных ваших путешествий, поездок. Спасибо еще раз. До что новых пришли. встреч! До новых Спасибо. встреч. Спасибо Спасибо. вам. Спасибо, до новых встреч. У нас реклама на канале, не переключайтесь. Ну и прежде чем начнется второй блок, я хочу сказать, что наши первые гости вот такой замечательный подарок оставили. И действительно тепло, приятно. Пусть здесь постоит, если вы не против. Итак, несколько дней осталось до окончания регистрации участников конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». По завершении конкурса будут определены лучшие из лучших в цифровой сфере в стране. Как зарегистрироваться и кто может принять участие, какие перспективы откроются для финалистов, узнаем у гостей студии. У нас сегодня Сергей Мильдихов, руководитель Центра управления регионом в республике, и Марат Басиев, финалист конкурса «Лидеры России». Здравствуйте, спасибо, что пришли. Итак, ну давайте начнем тогда непосредственно с самого конкурса, что он собой представляет. Сергей. Добрый день, уважаемые зрители. Данный конкурс организован
автономной некоммерческой организацией «Диалог», Так. центрами управления регионов и ОНО «Россия – страна возможностей». Это конкурс, который дает возможность определить, как вы сказали, в нашей стране лучших профессионалов в диджитал-сфере. То есть это аналитики, это СММщики, это контент-менеджеры, это эксперты, блогеры, активные пользователи соцсетей и так далее. Так, вы сказали, что глобальная цифровизация страны в руках финалистов конкурса. Вы в это искренне верите? Конечно, то есть мы же все видим, куда двигается развитие страны. Мы идем по улице и видим, все со смартфонами, все получают новости и информацию из социальных сетей, все пользуются социальными сетями, и, конечно же, все у нас переходит в цифру. Хорошо. И давайте скажем, наверное, что заканчивается, еще раз напомним, заканчивается регистрация, да, где ее можно пройти, как ее пройти и кто может ее пройти. Любой желающий, кто видит свое будущее в сфере информационных технологий, может зарегистрироваться на сайте лидерыинтернета.рф. Предварительная дата окончания — это 26 число, то есть есть еще 2 дня. Включительно? Да, включительно. Но я думаю, что, возможно, регистрацию даже продлят, поэтому... Потому что желающих? Время есть, то есть и желающие обращаются, много, спрашивают, да? Их много, да, поэтому, скорее всего, такая возможность будет. Так, и любой человек может, да? Любой человек, который видит себя в этой сфере, он может спокойно зарегистрироваться, пройти тестовое задание и уже пойти... Вот, кстати, тестовое задание. То есть любой-то любой, но не все пройдут, скорее всего. Конечно, то есть отбор очень строгий, Жесткий. да, то есть, ну вот Марат может более детально, наверное, рассказать, как это было у них, потому что по аналогии с предыдущим конкурсом «Лидеры России» это будет проходить. И, конечно, отбор очень строгий, потому что, я скажу честно, я 2 раза пытался поучаствовать, и оба раза на стадии теста меня отсеивали. То есть, поэтому, конечно, отбор достаточно строгий. Марат, поделитесь, пожалуйста, опытом своим. Ну вот Сергей совершенно верно сказал. На самом деле, начиная с 2017 года эти конкурсы были запущены. То есть это «Лидеры России», наверное... Инициатива президента. Да, это по инициативе президента. Оно «Россия – страна возможностей». И это конкурс управленцев, и в данном случае конкурс «Лидеры интернет-трансформации» — это такое отраслевое ответвление от этого конкурса. И совершенно верно, речь идет о том, чтобы выявлять по всей России, да, то есть таких современных управленцев, владеющих такими навыками необходимыми, да, которые сегодня крайне востребованы. И, соответственно, уже по итогам этого конкурса, сам конкурс очень такой многоэтапный, то есть, в принципе, вот Сергей начал говорить, что есть дистанционный этап, когда идет и дистанционное тестирование, то есть выявляются навыки, это и лидерские, управленческие, где-то и профессиональные навыки управляются, и потом уже по итогам отбора дистанционно уже бывает полуфинал, и потом уже, соответственно, финал. И, в принципе, конкурс, целевое направление конкурса — это выявление, как я уже сказал, управленцев, в данном случае в сфере диджитал, да, цифровых технологий. И каждый победитель, что немаловажно, получает возможность пройти современное такое обучение, получить наставника. Вот именно вот организаторы в данном случае в конкурсе лидеров интернет-трансформации обещают как раз-таки победителям стажировку в передовых IT-компаниях, что очень на самом деле круто. Вот для меня, скажем так, самого личная моя история участия в конкурсе. И наверняка точно так же я общался с ребятами не только из Осетии, но в принципе, со всей страны. Это, наверное, ни много ни мало, это такой коренной перелом где-то в сознании. Я вот на самом деле не утрирую, нисколько не преувеличиваю.
потому что это такая сдвиг парадигмы и немного, то есть снятие какой-то зашоренности и вот как геликоптер-вью говорят, вертолетный взгляд, то есть подняться и немного посмотреть, да, то есть это реально полезно выйти за какие-то границы, и на самом деле только начало всегда бывает, потому что потом следует учеба, потом следует какое-то, как говорят, сообщество образуется, ты общаешься с людьми, твоими такими же единомышленниками, ты понимаешь, что страна у нас огромная, и в то же время все мы в какой-то степени одинаковы, мы стремимся к чему-то, к развитию и так далее. И вот как раз-таки этот конкурс, о котором сказал Сергей, очень актуальный в том плане, что сейчас вот цифровая экономика, в принципе, это один из нацпроектов, да, все сейчас переходит в сферу IT, сферу, как бы, цифровую сферу, и поэтому эти навыки будут, это те навыки, которые пригодятся, вот, как говорят сейчас, профессии 21 века, да, вот они будут крайне востребованы. И поэтому как раз-таки это возможность для всех желающих. Я думаю, что, во-первых, пора тестировать себя, узнать, насколько ты конкурентоспособен. Свой уровень. Да, и второй момент – это уже развитие личностное, что, безусловно, не менее важно, то есть и в том числе по путем стажировок. Как бы это очень, очень, очень хорошо на самом деле. Давайте подробнее остановимся, да, что даст это участие и самим конкурсантам, и финалистам, что они обретут на выходе, так скажем. Если вы помните нашу предыдущую встречу, то Вполне. вы два раза мне задавали вопрос, как же к вам попасть в ЦУР, как да. же вы подбираете сотрудников. То есть вот одна из возможностей – это участие в этом конкурсе. Потому что те молодые люди, которые себя зарекомендуют и покажут высокий уровень своих компетенций, они войдут в кадровый резерв, как ОНО диалога, и Всех вовлеченных организаций. Да. Абсолютно верно. В центры управления региональные. И это хорошая возможность, как сейчас модно говорить, социального лифта определенного для того, чтобы найти работу и повысить свой уровень. А финалисты, как сказал Марат, получат наставников из этой сферы, которые будут курировать, обучать, консультировать. Ну и, конечно, это возможность обучения в МГУ бесплатно по определенным программам, для того, чтобы можно было повысить свой уровень своих знаний, компетенций. Как пример я бы хотел привести. Вот у нас ребята из Осетии, они очень хорошо, скажем так, и себя показывают на конкурсах, да, лидеров России. Вот как пример, Да, мы видим. Да, как пример, один из куратор Северо-Кавказского округа, да, получается, непосредственный мой руководитель, это Феликс Гадзауов, это наш земляк, тот, который участвовал в одном из этапов лидеров России. В принципе, ему это дало возможность устроиться на работу в ОНО «Диалог», и получается, в данный момент он уже является куратором всего Северо-Кавказского округа. То есть это вот как один из таких Такой заметный рост. позитивных примеров, Да. почему нужно идти на этот конкурс, что это дает. То есть вот реальные люди, которые, в принципе, Мотивирует. благодаря этому конкурсу смогли. Мне интересна тема наставников. Что это за люди? Да? И ну, вы общались с ними? Ну, вообще наставничество сейчас это одна из современных форм такого обучения, Да. на самом деле, да, то есть наставниками вот, по опыту участия в конкурсах, да, то есть уже 3 сезона закончилось большого конкурса, были отраслевые, это бывают видные такие общественные, государственные деятели. В данном случае это, безусловно, будут люди, которые имеют отношение к сфере IT, вообще в цифровым коммуникациям и так далее. То есть это люди, состоявшиеся люди, да, то есть начиная с уровня федеральных министров, там бывают и губернаторы, ну, естественно, как свойственно этому конкурсу, да, профилю конкурса. И поэтому это очень интересно на самом деле. Потому что, скажем, это такая хорошая советская традиция, за рубежом это активно практикуется. То есть, в принципе, мы сами учимся у кого наставников, потому что они прошли уже раньше нас эту дорогу. Естественно, приятно и полезно общаться с теми, кто уже прошел те шаги, сделал те шаги, которые тебе только, наверное, предстоят пройти. Поэтому это, безусловно, очень ценный опыт. И потом я знаю, что остаются хорошие человеческие отношения по итогу уже этих. То есть всегда человек может обращаться и даже по каким-то советам и так далее. То есть это, безусловно, очень важно сейчас.
И я думаю, что те ребята, которые примут участие, дойдут до финальной стадии, они, безусловно, не пожалеют, если у них будет свой наставник, который будет их направлять, помогать делом, советом и так далее. Это очень ценный, на самом деле, опыт. Спасибо вам большое, и я надеюсь, что многие наши телезрители сейчас услышали, приняли к сведению и успеют подать заявку до указанного срока. Всего доброго. Вам всего хорошего. Спасибо. А через некоторое время мы снова вернемся в студию. 14 февраля свой юбилей отметил ученый мирового уровня Тамерлан Теймуразович Маккоев. Мы не могли пройти мимо этой даты и пригласили уже постфактум профессора, чтобы узнать о том, чем сегодня живет знаменитый физик. Ну и просто для того, чтобы, знаете, как говорят в народе, побеседовать с умным человеком. Здравствуйте, с прошедшим. Добрый вечер, спасибо. Спасибо, что пришли. Как отметили свой день рождения? Расскажите. Ну, как обычно. Круглая дата, Да, как-никак. Это довольно условно. Просто обычная очередная дата. Вот и все. Вы всегда были, или эта профессия наложила на вас такой отпечаток скромности? Не знаю. Кому как кажется, кому-то Сложно скромно, вам о кому-то себе не говорить. скромно, да. Ну, какой Хорошо. есть, да. У вас есть сыновья, все так? Да, Сколько сыновей? 3. Мгм. И кто-то из них полюбил вот так же, как вы в свое время, физику? Но полюбили науку, вроде бы занимаются научной работой, стремятся к этому. Ну, Да. посмотрим, что из этого получится. Ну, во всяком случае, хотят. Не хотите поделиться, кто из них чем конкретно в научной сфере занимается? Старший занимается органической химией, Так. он любит это дело. Младший больше техническим творчеством, средний. А младший пока еще как-то не определился. Это не глядя на вас решились пойти в этом направлении Я научном? думаю, да, это откладывает определенный отпечаток. А вы в свое время почему решили пойти в науку? Как-то это было в то время интересно. Как-то это заинтересовало и в школе, и вообще. То есть, это было актуально. То есть, видимо, это наложило определенный отпечаток. И ни разу с тех пор не пришлось сожалеть о сделанном выборе? Нет, как-то об этом не думал. Да, не приходилось сожалеть. То есть это была такая своего рода тенденция в то время, да? А вот сейчас, вы считаете, нет такого интереса, как раньше, к науке? Жизнь меняется, конечно. Время идет очень быстро, и жизнь меняется, соответственно. Чем дальше, тем быстрее происходят изменения. Наука, она, конечно же, актуальна, но интерес к науке, он начал проявляться в несколько другой плоскости. Я думаю, что рано или поздно, значит, все утрясется и станет на свои места. А какой плоскости, о чем вы сейчас говорите? Я думаю, что наука, она все-таки станет и в сознании людей, она станет такой определяющей, такой инструментом определяющим, который будет противостоять, вот как показывают последние события, Да. значит, будет противостоять большим вызовам, которые могут появиться перед человечеством очень даже неожиданно. То есть именно наука может решать все вот эти глобальные вызовы, которые могут появиться. Но пока что наука играет больше роль такого, что ли, развлекательного момента, такой развлекательный фактор, да? То есть все вот эти гаджеты, новомодные технологии, это все носит такой характер, да? Ну, это все одно из небольших применений науки. Да. То есть наука, она более глобальна. Но сейчас имеется в виду популярны именно эти направления, Да, это к популярно. сожалению. Да. Ну, тут трудно говорить, к сожалению или не к сожалению. Дело в том, что каждая эпоха, она обоснована. То есть все это необходимо, через все это нужно проходить. Да. Вот вы много лет занимаетесь, работаете, руководите кафедрой физики конденсированных состояний, да? Да. Все верно? И вот мне, как блондинке и дилетанту, пожалуйста, объясните, что это такое? Потому что, ну, понятно, классическая физика, да, физика, которую мы знаем из школьной программы, а что такое кафедра конденсированных состояний, это уже вопрос.
Ну, это физика атомов и молекул, которые могут существовать как отдельно, так и образовывать некие агломераты, некоторые вещества, которые называются конденсированным состоянием по-научному. Да. То есть это физика материи, материаловедения в микроскопическом, в наноскопическом масштабе и в более глобальном, в масштабе планет, Вселенной. Почему вы выбрали в свое время вот именно эту специализацию? Ну, в свое время дело в том, что именно вот это направление, оно как бы аккумулирует все разделы физики, во всяком случае многие из них, которые находят свое отражение именно вот в этом разделе, как в зеркале. Я знаю, что вы смогли каким-то образом, для меня волшебным абсолютно, из углекислого газа получить воду. Да, Или я удалось, что-то в этой да. цепочке упускаю? Из углекислого газа и воды получить метанол. Метанол. Да. То есть обратили Что воду это в вино. дает? Вот что это дает? Ну, это дает чисто экономический эффект в плане получения новых видов энергии, преобразования отходов производства энергии снова в энергию Так. и решения экологических проблем, снижения выбросов СО2 и так далее. То есть это мы можем надеяться на какой-то некий в будущем источник энергии, который будет, ну, наверное, экологическим, чистым и доступным для широких масс. Вот так вот. Да, я думаю, это неизбежно, в конце концов, к этому все и Рано придет. или поздно. Хотелось бы раньше. Ну да, да. Чем сейчас занимаетесь? Сейчас наша главная задача это привлечь молодежь в сферу науки. Мы пытаемся создать условия для того, чтобы это было им интересно, Да. чтобы была возможность этим заниматься на нашем физико-техническом факультете. То есть вот это главная задача. А как вы это делаете? И вообще можете оценить уровень интереса молодежи вот, к этому предмету? Дело в том, что молодежь в настоящее время пока, можно так сказать, балуется, в кавычках, вот этими гаджетами. Да. Но рано или поздно происходит смещение интереса, и оно произойдет рано или поздно, смещение в сторону серьезной науки. Оно и сейчас происходит. Дело в том, что вот у нас, например, на физико-техническом факультете созданы все условия, не побоюсь этого слова, для того, чтобы молодой человек получил интересное направление исследований, чтобы у него появился интерес, чтобы он мог работать на очень высоком уровне и достигать результатов, я не побоюсь этого слова, мирового уровня. Для этого созданы и лаборатории, оснащенные по самому последнему слову науки и техники, которые не уступают, я не побоюсь этого слова, ведущим центрам у нас в стране. И соответствующие разработки, которые мы ведем, они точно так же находятся, не побоюсь опять же этого слова, на передовом науке, российской и мировой науки. То есть это вся та база, которая может привлечь молодежь в науку. Ну и также сюда можно отнести грантовую поддержку. Разумеется, да. Это позволяет нам. Например, недавно мы стали победителем так называемого конкурса «Мегагранта». Да. Это конкурс наиболее так называемый топовый конкурс, который объединяет наиболее передовые исследования в мировой науке и привлекает ученых уровня нобелевских лауреатов. Вот нам удалось, благодаря вот нашей такой материально-технической базе, кадровому составу выиграть такой грант, и который нам позволяет привлечь молодежь в науку. И молодежь начинает постепенно осознавать важность этих направлений. Если говорить о, опять же, молодежи, вот вы поддерживаете контакты с различными мировыми университетами, да? То есть это калифорнийский, Да. токийский, да? Да. Что там еще? Берлинский. Да. Вот сейчас мы поговорим о ваших связях, но вот ваши студенты, они имеют доступ какой-то вот например, к базе тех университетов? Какой-то обмен опытом, что происходит?
если происходит? Конечно, имеют. Они имеют практически полный доступ. Сейчас современные технологии позволяют это делать. Они могут и выезжать, и выезжают туда, могут работать на месте, могут обмениваться результатами, данными, могут в режиме онлайн работать, как бы эффект присутствия. Для этого мы создали так называемый суперкомпьютерный кластер, который стал частью мировой информационно-вычислительной сети суперкомпьютеров, который позволяет решать вот все вот эти задачи. А вас не волнует мысль о том, что когда-то они могут уехать и не вернуться? Я говорю сейчас об утечке мозгов. Я думаю, что если они уедут и не вернутся, это тоже хорошо. Для Часть уедет, да. Да. Значит, часть будет работать над повышением уровня науки в целом, а часть обязательно вернется. Да. То есть это в любом случае будет оказывать эффект именно вот на нашу республику. Понятно. Ну и давайте поговорим о, как я уже отметила, ваших дружеских связях с учеными из различных университетов. С кем вы поддерживаете тесный контакт? Мы довольно тесно сотрудничаем со многими научными группами. Это в Калифорнийском университете. Это ведущие профессора, которые работают по нашему направлению. Другой – это университет Токио, то же самое, который ведет передовые разработки в этом направлении. Это Берлинский свободный университет, который тоже это признанный центр в данном направлении. Институт Макса Планка в Германии и так далее, и так далее. И я не говорю уже про российских наших партнеров, с которыми мы активно работаем. То есть довольно обширная у нас база, с которой мы сотрудничаем. И ваше взаимодействие, оно происходит вот чисто по рабочим вопросам? Или у вас неформальное общение тоже присутствует? Конечно, бывает и такое, да. То есть это люди все, несмотря на их высокий статус в мировой науке, как правило, это все люди очень простые, очень доступные, очень компанейские, с которыми не только приятно работать, но и приятно общаться. Отдыхать. Да, и отдыхать. Мне интересно, вот какая-то, знаете, такие политические факторы, внешняя политика, она как-то влияет на ваши диалоги? Или вы не вмешиваете сюда? Нет. То есть практически, не только практически, а вообще нет ни одного слова, где бы мы затрагивали вот эти политические какие-то моменты. Это интересует мало и их, это мало интересует и нас. То есть мы конкретно заняты решением конкретных научных задач. Я считаю, это самое главное. А политика рано или поздно, она найдет свою равновесную точку. А есть ли место конкуренции в вашей среде? Конечно, конкуренция в науке сейчас очень сильная. Сейчас стали подниматься такие научные центры, как в Индии, Китай, Тайвань, Бразилия, другие страны Южной Америки. То есть очень сильные, мощные группы стали появляться по всему миру, в странах третьего мира, как говорят. Да. И они показывают очень хорошие результаты. То есть конкуренция в науке, она со временем только растет. И растет большими темпами. То есть, чтобы выживать в этой среде, нужно работать. Здорово. Я благодарна вам сегодня за то, что вы сделали нас со зрителями, приблизили нас чуть к вот этой такой сумеречной зоне, да, что для обычного человека, для обывателя представляет собой физика. И вам дальнейших интересных совместных исследований, чтобы ваши студенты вас радовали. И, наверное, чтобы вы вместе радовали нас своими достижениями в сфере физики. Спасибо вам. Спасибо. Огромное вам спасибо. Спасибо. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. И я желаю вам мира и спокойствия в ваших домах. Всего доброго и до свидания.